Bu beyramlarni biz Moskvada da uzdurga tileybiz. Şunlar mında mına bularını öğrenip bor Samara tatarları, Mordovya, Penza, a kos imesi ul bütün tatarlarda da var. Kos kanadı kodu kodu bula, bir kanadı agula. Kos kanadı kodu kodu bula, bir kanadı adı bula. Şicerelerde büküp yersen, duvan yağın yağdula. Şicerelerde büküp yersen, duvan yağın yağdula. Вы знаете, в каждом празднике есть микроклимат. И в каждом празднике видно, насколько люди вложили душу, сердце, готовились. И здесь это ощущается. У нас 22 числа на очень высоком организационном уровне прошло Кос-Эмясе в Нижнекамском районе. Вы знаете, это село Кулмаксы, татарская деревня. У нас очень такая организованная на высоком уровне система библиотечная есть. Там Арсланова Гульнас возглавляет. У нее есть очень такая сплоченная команда, которая федеральные сабантуи все помогает в проведении. У нас большое значение этому уделяет и администрация города. И, конечно, наверное, я скажу, что один из лучших конгрессов вообще из 460 конгрессов, Нижнекамский конгресс, один из лучших показательных. Там и Аккалфак, там и молодежь, там и предприниматели, и вот там и Кос-Эмясе. Я думаю, чтобы этот Кос-Эмясе, чтобы он расширялся, чтобы Кос-Эмясе мы проводили во всех не только школах и колледжах, но и в детских садах. Пусть с детских лет люди впитывают в себя вот этот фольклор татарский. Это истинно татарский праздник. И самое главное, что мы когда приехали, нас встречали и чакчаком, и русским караваем, и чувашским пирогом, и удмуртским, и кряшинскими закусками. Все нации собираются на это Кос-Эмясе, все смотрят, как он проводится. В свою очередь татары бывают на праздниках и удмуртских, и чувашских. Вот это вот все такое общение межконфессиональное, межрелигиозное, особенно в наше сложное время, это очень важно. Поэтому Кос-Эмясе прошел на очень высоком организационном уровне. Там есть один бизнесмен, его зовут Марат. Вот он там и мечеть построил, и Кос-Эмясе спонсором одним из является. И вот надежда вся в будущем на таких Маратов, на таких Акбаев. Мы надеемся, что это, значит, Гульнас Арсланова и Маратов в сочетании с Конгрессом, может быть, откроют свои детские сады татарские, школы татарские. Менә бүген монда җыелды бит татарлар гына түгел. Монда бит чуашлар, удмуртлар, крәшеннәр. Менә мондый катлаулы вакытларда, менә мондый бөтен милләт җыелып монда. Кос-Эмясе ул бит безнең бәйрәм ул, татар бәйрәме ул да, татар бәйрәме. И менә мин сезгә әйтәләм, менә без Мәскәүдә бит татарлар Кос-Эмясендә үткәрәбез анда. Анда бар Мордовиядан татарлар күп, Пензадан, Нижгар, Ульяновский и bütün татарларның ул Кос-Эмясе бар. Ул безнең шундый бәйрәм bütün татарларны бергәләштерә торган бәйрәм ул. Нам задача передать этот фольклор, эту красоту. Ведь это настоящий татарский истинно праздник. Обязательно надо сохранить и передать будущим поколениям. Шундай бәйрәмнәр оештырырга, аның дәрәҗәсе үсә, бик алар кирәк. Менә монда бик яхшы кешеләрнең кәефләре, Когда мы уезжали, меня спросили, ну какое у вас пожелание, какая у вас критика? И я им сказал, было бы очень хорошо, если бы Кос-Эмясе закончилось
Аллагыем, чтобы все еще молодежь между собой перезнакомились, потому что наш главный враг – это ассимиляция. Нам нужно постоянно создавать вот эту вот татарскую среду, чтобы молодежь общалась, ее надо знакомить. И Кос-Эмасе – это так же, как и Сабантуй, повод познакомиться, подружиться, значит, общаться и продолжить это общение. Это подняло и статус деревни. Вы знаете, хорошие артисты, хорошая организация. Поэтому надеемся, что этот Кос-Эмасе будет расширяться и масштабироваться. Очень на это надеемся.